Вот мне в школе об этом не говорили. Это я совершенно случайно прочитал перевод французской статьи. Ну, давайте я его прочитаю вам. В 1995 году Франция ответила у себя 180-летие битвы под Ватерлоо. Это торжественное мероприятие, съехались многие страны. Среди приглашенных стран была и Республика Казахстан. Казахская государственная делегация привезла с собой во Францию на торжественное мероприятие 30 лошадей, 6 пушек, тех времен, и 8 юрт. По прибытии в Париж казахские юрты французы установили в самом центре театрализованного представления военного сражения. Один из французских генералов, действующих, спросив разрешения у казахской делегации, взял одну юрту для установления под генеральный штаб французской армии тех времен. То есть сделали как бы. Во время торжественного мероприятия один из казахов через переводчика задал вопрос: слушайте, зачем вы нас пригласили? И какое имеют казахи к битве под Ватерлоо? Французский генерал ответил ему: вы, казахи, не знаете о подвиге своих предков в 1812 году. Именно они помешали дальнейшему продвижению армии Наполеона вглубь России. В архивах Франции имеются все сведения о начале похода Наполеона в Россию. Сколько человек участвовало в битве, сколько погибло, сколько попало в плен, сколько пропало без вести. Вплоть до сколько вина было выпито и сколько фуража, зерна было скормлено лошадям. Все это хранится во Франции как прошедшая история Франции. Когда Наполеон под Бородино сильно потрепал российскую армию Кутузова, Кутузов был не в состоянии оборонять Москву и с остатками ослабевшей армии отступил. 14 сентября 12 года Наполеон занял Москву и пробыл там 34 дня. Позднее на не ожидавших нападения французов напала неизвестная конница и заставила французов отступить. Когда французы стали выяснять, кто же на них напал, выяснили следующие факты. Русский царь Александр I обратился за помощью к казахскому хану, послав ему гонцов. Казахи не отказали. Царской России решили ему помочь. Старший ЖУЗ выделил 50 тысяч всадников, средний ЖУЗ выделил 12 тысяч всадников, младший ЖУЗ выделил 30 тысяч всадников. ЖУЗы — это области. Тогда в государственной этой компании, не государственной компании, а в казахском государстве. В итоге 92-тысячная конница двинулась в далекий поход за помощью, чтобы изгнать французов из Москвы. Их путь лежал через земли башкирского народа. И по пути к казахам подсоединились башкиры. Численность казахско-башкирской конницы перевалила за 100 тысяч. Там слегка 101-102 тысячи это было. Перед такой силой уже ослабевшие французы не устояли и начали отступление. И казахско-башкирская конница самостоятельно преследовала французов аж до Смоленска. И полководец великий Кутузов смог войти в Москву после освобождения ее от французов казахско-башкирскими войсками. Вот эта правда дошла только когда французы открыли эту тайну казахам. Ее не было в нашей историографии таких тонкостей. Кто погнал? Меня учили, что погнал ее Кутузов. В итоге оказалось вранье. Погнали ее казахи оттуда. И спасли чем? Российскую империю. Қазақ болып туымағанда нетерем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Желдей жүрік жылқы мінбей жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерем. Қазақ болып туымағанда нетерем, өкініштен өртенерем өтемен. Қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңыр үнді әуелетпен кетерем.